Слово для выступления предоставляется постоянному представителю президента и Кабинета министров в Конституционном суде Молдубаеву Алмазбеку Тавалдыевичу. Микрофон включите. Уважаемые судьи Конституционного суда, по обращению Алмазбекова Тилека Алмазбековича мы дали свою правовую позицию. Хотел бы остановиться на основных моментах нашей позиции. Согласно оспариваемой норме, утрата гражданства наступает в случае, если гражданин, не являющийся гражданином по рождению, но приобретший гражданство в результате приема, осуществляет деятельность, представляющую угрозу национальной безопасности, или состоит на действительной военной службе, службе правоохранительных органов или органах специальных служб иностранного государства. Ну, как он уже свою позицию сказал, мы считаем, что в данном случае не имеется противоречия с Конституцией, со статьями 23-51, на которые обращающая сторона ссылается. Мы считаем, что Конституция, что она и так, то есть та же 23 статья, часть 2 допускает, что ограничение прав и свобод допускается, если они предусмотрены законом и служат конституционно значимым целям, таким как защита национальной безопасности. Важность защиты национальной безопасности как основу введения ограничений на права и свободы граждан подтверждается не только Конституцией, но и другими нормативными правовыми актами. Ну, конкретно речь идет о законе о национальной безопасности. И как мы уже здесь обсуждали, что национальная безопасность представляет собой гарантированное состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. Поэтому мы считаем, что защита национальной безопасности является одной из главных целей государства, что оправдывает установление соответствующих ограничений для граждан, чья деятельность может представлять угрозу государственным интересам. Как Алмазбек, обращающая сторона, заявила, что утрата гражданства в данном случае является чрезмерной мерой и представляет собой мы считаем, что это не так. Утрата гражданства представляет собой необходимую меру, направленную на защиту государства от потенциальных угроз, таких как доступ к государственной тайне или влияние на внутренние дела страны. Учитывая, что угроза национальной безопасности может иметь длительные последствия, уголовное наказание не всегда будет достаточным для устранения этого риска. Соответственно, отличие между гражданами, приобретшими гражданство, и гражданами по рождению является объективным, обоснованным, поскольку при принятии гражданства гражданин выражает свою лояльность государству. Нарушение этих условий является основанием для прекращения гражданства, как в случае с аннулированием вида на жительство. Да, у нас в Конституции запрещено произвольное лишение гражданства, но мы говорим, что оспаривая норма, именно она является нормой закона, принятой соответствующими государственными органами, подписанной президентом, то есть принятая парламентом, рассмотренная, подписанная президентами. И считаем, что в данном случае не идет речь о произвольном лишении, потому что это все проходит на законных основаниях. Также акт, если орган национальной безопасности внутренних дел придут к выводу о том, что необходимо внести документы для внесения президенту предложения о лишении гражданства, то, соответственно, данный акт президента вправе может быть обжалован в судебном порядке и может пройти и должен, если у кого-то есть сомнения, то есть, соответственно, судебную проверку всех 3 инстанций. Поэтому мы считаем, что эти ограничения конституционно допустимы, имеют законные основания и предусматривают судебную проверку. Соответственно, мы в данном случае не видим, в том числе
правовой неопределенности и какого-то допуска произвольного ограничения прав и свобод гражданина, который приобрел гражданство. Поэтому наша позиция, что мы считаем, что ходатайство обращающей стороны просим отклонить и признать не противоречащим Конституции доводы. Часть 2, пункт 2 прим. 1, части 2 статьи 26 Закона о гражданстве Кыргызской Республики. У вас все? Да.